Мы находимся под мостом на улице Михаила Миля. Как видим, снег здесь уже начал таять, но поверх него куча свежего строительного мусора. Место тихое и безлюдное, поэтому сюда продолжают везти отходы, оставаясь незамеченными и безнаказанными. Сейчас уже начали убирать, а так обычно вначале было, да, что мусор везде был. На Высовинском, конечно, не знаю, во твоей строй вообще кошмар был. Чтобы было чисто, нужно чистоту поддерживать. Мало то, что дворники убирают, но если еще люди бы не сорили. В авиастроительном, по-моему, районе так плохо убирают. Это только одна из свалок, которую предстоит убрать этой весной. В прошлом году по республике их было более 1300. Самые крупные в Казани, Нижнекамске и Мензелинске. Выделена несанкционированная свалка, которая располагается под мостом недалеко от ЖД путей. Да, эта свалка уже неоднократно из года в год появляется в данном месте. Сегодня в Доме правительства дали старт генеральной уборке. В прошлом году к ней присоединились 350 тысяч жителей и предприятия. В этом году Татарстану предстоит большая эко-кампания. Еще до начала двухмесячника в Республиканской общественной экологической приемной поступило 582 обращения, что почти в 2 раза меньше, чем за аналогичный период. Если у нас на этот период было 950, то в этом году 582. Сегодня министр озвучил ключевые экологические проекты года. 2026 год воинской и трудовой доблести. Особое внимание уделят воинским захоронениям. Продолжится строительство и реконструкция очистных сооружений. К 400-летию Автограда согласована реабилитация реки Челна. Через 2 года такая же работа ждет и Ноксу в Казани. В этом году по нацпроекту «Экологическое благополучие» на природоохранные мероприятия Татарстану выделили 3 миллиарда рублей. В основном их направят на федеральный проект «Вода России». В приоритете остается восстановление популяции краснокнижного сокола балабана. А за 3 года в природу выпустили 24 птицы. Впервые за полвека в Татарстане появились птенцы. Выпуск птиц в этом году пройдет не только в Камско-Устинском районе, но и на территории Саралинского участка Волжско-Камского заповедника. Мы планируем выпустить не менее 15 соколов и при поддержке Минприроды России установим на них трекеры, чтобы отслеживать их судьбу. Во время двухмесячника природоохранные ведомства переходят на усиленный режим работы. Завтра стартует конкурс «Эко-весна». Это 8-недельный марафон добрых дел в поддержку чистоты. Нафиса Минязова, Адель Миндубаев, ТНВ, Татарстан.